В 76-78 годы, ребята, когда начался распад Советского Союза, он не коснулся нас Абхазии тоже, да. В тот момент уже на территории Абхазии грузины уже властвовали очень хорошо. Чтобы вы понимали, на территории Абхазии нам не давали изучать свой родной язык. Грузинские партии, ребят. Даже в родных домах, ребят, за то, что мы изучали свой язык, нас прищемляли к этому. Наших поэтов сажали в грузинские тюрьмы. Наши поэты не могли написать нашу азбуку, ребят. Не давали чинских работ. Они сюда заехали сами как рабочий класс, и нас же начали принуждать к работе. Начальником был грузин, замом был грузин, только третьим лицом мог быть абхазец на своей земле. Постепенно ребята жили как-то вместе, совместно, все было нормально. И так тоже мы согласны были жить. Распад пошел Советского Союза, ребята. Грузинские партии, грузинские войска, которые находились, они решили овладеть полностью Абхазией. Но не тут-то было. В 92 году, до начала войны, ребята, за полгода